Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Наступило лето, и мы, рискуя намокнуть под дождем, который вот-вот должен пролиться, приветствуем вас. Люди потихоньку сдают уже выпускные экзамены, но лично я на своем пути знаю, что ничего хорошего их дальше не ждет. Да-да-да. Но есть способ немножко подсластить пилюлю. Дело в том, что в нашем замечательном университете, в Байкальском государственном университете экономики и права, открылась приемная комиссия, друзья, которая ждет вас с распростертыми объятиями. Мы пару дней назад поговорили с секретарем приемной комиссии. Это для абитуриентов секретарь приемной комиссии – это страшный человек, который там постоянно ворчит. А для нас это просто Лена, наша давняя знакомая, и мы знаем, что для тех людей, которые принесут документы ей, таких проблем не будет. Приемная комиссия действует у нас стандартно. Это с 20 июня, и в этом году, с учетом того, что у нас сессия начинается 5 декабря у заочников, то прием продлится документов и ОПУАТ, соответственно, до 20 ноября. А для очного почти до конца июля. Баллы ЕГЭ остались те же самые, что и были в прошлом году. Единственное, что изменилось с прошлого года, это срок действия ЕГЭ. Оно теперь действует у нас гораздо дольше. То есть те ребята, которые получили в 2012 году ЕГЭ, например, у них действующий ЕГЭ, им не нужно сдавать заново. Плюс нашего вуза в том, что он включает в себя все. У нас здесь не только учебные корпуса. Если ранее у нас было немножко разделено, то что некоторым студентам приходилось на лекции, например, ездить в город, и не все проходило именно здесь, то с прошлого года у нас уже все полностью находится в наших здешних корпусах. Есть возможность перевода, например, если человек поступает на одну специальность или направление, а потом он понимает, что это абсолютно не его, он спокойно может перевестись на другое направление в течение года-двух. Дорогие наши абитуриенты, мы всегда вам рады, мы вас ждем. Не забывайте свои документы, что вас интересует, всегда спрашивайте, но желательно, конечно, в рабочее время. Следующий наш сюжет посвящен непростому человеку, очень важному для всех нас, играющему огромную роль в нашей жизни. Человеку. Да, дело в том, да, это человек. Это человек, у него юбилей. Ему исполняется уже 75 лет. Тут можно похлопать. Да. Это преклонный возраст, и, несмотря на это, этот человек продолжает стоять на страже. На страже вообще всего, что нам дорого. Вот дети пробежали, вот этот человек стоит на страже, и их в том числе. Так, готовится вторая партия. Окей. И третья следом. Дело в том, что в 1939 году родился величайший детектив. Кто? Скажите, как его зовут? И Бэтмен! Бэтмен! День рождения Бэтмена – это тот праздник, который нельзя обойти стороной, и Шурик не обошел его стороной. Его сюжет посвящен вообще тому, как люди в нашем городе, казалось бы, далеком от Готэм-Сити, относятся к Бэтмену. Какие эмоции они испытывают, как они рады этому замечательному празднику. Недавно перебирал старые вещи и наткнулся на интересный предмет. Им оказалась моя старая игрушка – Бэтмен образца 1994 года. Так совпало, что в этом году моему любимому герою из серии DC Comics исполняется 75 лет. Об этом и поговорим. На улицу, чтобы узнать, знают ли горожане, кто это такой. Бэтмен. 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 Это Бэтмен. 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 Самый удачный опрос за всю мою жизнь, потому что все отвечают правильно. Бэтмен. 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 Вряд ли найдется тот, кто не знает этого героя. Бэтмен, Брюс Уэйн, Темный рыцарь, Защитник Готэма, Человек-летучая мышь. Все это один и тот же персонаж, который под покровом ночи очищает свой родной город от преступности. Первое появление героя пришлось на 1939 год в американском журнале «Детективные комиксы». Комикс стал настолько популярным, что Бэтмен получил собственную сюжетную арку, которая в дальнейшем переместилась на большие экраны, видеоигры, экраны телевизоров. Также по серии существует огромное количество экшн-фигурок. Жил-был мальчик, там, Брюс Уэйн, да, и
Были у него родители, весьма состоятельные люди в их городе. Но случилась вот такая трагедия, что родители убили, к сожалению. И он подумал, почему бы мне не заняться борьбой с преступностью, как-то изменить всю эту систему, да, прогнившего города. Ведь Готэм — это такой город, который, как говорят, живет своей жизнью, и он такой город-вредитель. Конечно, есть как бы понятие плохое, но все как бы с этого начинают. То есть какой-то стимул начать как бы борьбу с преступностью должен быть. Да? Ты не просыпаешься и думаешь, я буду кого-то там ловить преступников, или что должно что-то трагическое произойти, как бы трагедия в жизни, да. И после этого ты делаешь какие-то выводы и начинаешь борьбу с преступностью. Он впервые увидел летучую мышь в переулке, и она его настолько напугала, как бы первый эффект был такой, то, что он понял, то, что чтобы бороться с преступностью, нужно иметь устрашающий вид, а так как он работал в основном по ночам, то есть, ну, ты не будешь в костюме белого тигра, правильно, расхаживать. Бэтмен — это именно такой персонаж, который не имеет суперспособностей. У него просто есть сила воли, у него есть деньги, и у него есть свои убеждения какие-то, которых он всегда придерживается. Нужно это сделать. Вот я здесь ошибся. Он все это анализировал всю жизнь и довольно быстро достиг тех высот, то что есть люди, которые учатся на своих ошибках, есть люди, которые учатся на ошибках других. Он как бы все это умеет совмещать. Он сам по себе человек далеко не глупый, конечно, правильно. И он очень быстро анализирует свои ошибки, просчеты и начинает как бы правильно подходить уже в другой ситуации с расчетом, с грамотным. В первую очередь Брюс Уэйн всегда сражается именно сам с собой. То есть у него раздвоение личности, можно сказать. Это Бэтмен, ну, как я лично считаю, это его настоящая натура. А Брюс Уэйн — это такое прикрытие. Как раз-таки это маска, наоборот. Он считает себя тоже угрозой для города. Несмотря на то, что он искренне считает, что он совершает положительные поступки, да, он в глубине души считает себя таким же ненормальным. В любом комиксе должна показана человечность персонажа, не только его суперспособности. А так как у него суперспособностей-то по факту и нету, это просто человек, у которого есть какие-то гаджеты, устройства и очень такой острый ум, у него все человеческое также есть. За время существования герой повстречался с огромным количеством злодеев и союзников, тем самым переплел множество комикс-историй. Человек-летучая мышь стал одной из икон в комикс-культуре. С днем рождения, любимый детектив! Ну что ж, друзья, а наш следующий сюжет посвящен трофи-рейдам. Что вы знаете про трофи-рейды? Это, наверное, гонки, да, или какие-то испытания на огромных могучих машинах. Самурай Трофи — это очень интересное мероприятие. Проходит уже 5-й раз подряд. Там участвуют все виды техники, предназначенные для того, чтобы преодолевать всякие ужасные препятствия. Вообще, вы когда-нибудь ездили на внедорожниках? У меня машина внедорожник. Что ты говоришь такое? Ками! Да. Внедорожник? Конечно. Он внедорожник? Ха. Я пошел. Ну, вот среди нас просто присутствует джипер, профессиональный пилот, и поэтому мы спросим... В каске водит, постоянно сидит. Настя, ну расскажи о своих хинтах, лайфхаках, как ты вот преодолеваешь всяческие препятствия на Тойоте Ками. Ну, не на Тойоте Ками, а как-то раз я застряла в луже и просто с истерикой: «Мама, я больше не поеду!» Ушла на заднее сиденье, выезжала мама. Ну и мы прямо встряли в лужу по самое «не хочу». Мне просто было очень стыдно, так как мы находились рядом с автомойкой, и там было очень много машин и очень много народу возле этой автомойки стояло. И я так беспонтово застряла в этой яме, что просто... Мне было дико стыдно, а еще этот стереотип, блондинка за рулем, мне просто начали гореть уши. Очень часто в армии, допустим, вновь прибывшим дают такое задание, там, машина не заводится, вставь в фаркоп лом и прокрути его по часовой стрелке. А вот люди, которые участвуют в трофи-рейдах, они не попадутся на эту уловку, потому что они знают, для чего на самом деле нужен фаркоп у автомобиля. Дорогие друзья, отличная солнечная погода, отличное лето и отличная атмосфера. И сегодня мы находимся на чемпионате Самурай Трофи 2014, чтобы посмотреть, снять и показать вам то, что здесь происходило.
Это гонка по пересеченной местности, да, наверное, видели по трассе. Участвуют квадроциклы, джипы, мотоциклы повышенной проходимости эндуро. Ну и абсолютно стоковые. Любой, то есть, может приехать и поучаствовать. Трофи-рейд – это не элитный автомобильный или мотоциклетный спорт. Да, здесь участвовать может любой. На легковой машине нет, а вот пешком – да, или на велосипеде – да. Несмотря на то, что гонки вокруг все ездят, адреналин, драйв, также мы можем насладиться музыкой, которая играет у нас сзади. Также вокруг очень много народу, пахнет шашлыками, и также очень много рекламы, которую нам снимать нельзя. Вот так вот. В общем, мы находимся в городке, и сейчас хотелось бы пройти и показать вообще, что здесь происходит. Очень много машин, оператор может показать то, что участников действительно очень много. Также те, кто приезжают сюда с палатками, со всякими разными принадлежностями и хотят остаться здесь на несколько дней, они организуют палаточный городок. Также здесь постоянно хочется пить, жара, печет солнце, и для людей здесь установлена вода. Слева у нас трасса. В принципе, удобно смотреть на происходящее мероприятие, потому что все происходит на горе. Это 5-й чемпионат уже. Первый раз чемпионат мы провели в 2010 году. Ребята с Магадана приехали, с Мирного, с Ленска приезжают. Я же не говорю про Покров, Максоголов, Намцы, да, это всегда на любое соревнование приезжают. Поэтому довольно-таки охват большой. И мы выезжаем в Владивостоке, Благовещенск. В Благовещенске 2 года назад даже 3-е место взяли. То есть, это, наверное, тот вид авто- и мотоспорта, который сейчас интенсивно развивается, потому что он доступен. Ну что ж, друзья, дождь усиливается, а это значит, что нам пора убегать. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, там вы сможете пообщаться с нами, задать какие-то интересующие вас вопросы и предложить темы для обсуждения. Наслаждайтесь нашим коротким летом, а мы с вами увидимся ровно через неделю. Всем до свидания. Всем пока. Пока-пока. Let's kick it.